Есть у нас авторы, которые действительно имеют коммерческий успех. В 2010 году Дашин Амдаков сказал: зачем вам я, у вас же есть Михаил Старость. Очень сильно влияют люди. Да. Смотрю как-то немножечко, может быть, даже снизу вверх. Окружающие могут не понять, да? То есть мне говорили, что ты будешь делать в музее? Ну, а мне хотелось бы вот в конце 90-х, начало нулевых видеть или участвовать в том, что происходило тогда. Здесь у нас в Якутии? Да, у нас в Якутии, потому что это было прекрасно. Делать ставку на них и активно двигать уже вне республики. Но я так вижу. Да, это безусловно правда, это создание активной среды и это грамотный арт-менеджмент. Впервые было так, что художнику говорят: ты важен, очень важен, вот тебе поддержка наша, и мы хотим тебе помочь развиваться. Лена Васильева, куратор, исследователь выставок современного искусства Якутии. Родилась в Якутске. В 2005 году окончила Якутское художественное училище имени Романова. В 2014 году получила диплом Санкт-Петербургского гуманитарного университета по специальности маркетинг социально-культурной сферы. Около 10 лет работала в Национальном художественном музее. Затем в музейном комплексе «Россия. Моя история». Сейчас работает в Центре культуры и современного искусства имени Гагарина. С 2009 года курирует выставки якутского искусства на различных площадках Якутии и России. Работала над выставочными проектами современного искусства республики на таких крупных площадках, как Красноярский культурный центр, Екатеринбургская биеннале, Московский музей современного искусства и Дом культуры ГС-2. Лена, добрый день. Добрый день. Очень рада видеть вас в студии проекта «Поговорим». Можем на «ты», да? Да, конечно. Твое имя очень четко ассоциируется с изобразительным искусством у нас в республике, с новыми авторами, да, и вот если, допустим, мы говорим про художественную вот эту нашу культуру, про изобразительное искусство, всегда всплывает твое имя. Поэтому мы решили пригласить тебя в нашу студию, да, и поговорить о том, как обстоит сегодня дело с изобразительным искусством, современным искусством, да, поговорим о том, как монетизировать, как пробиться молодому человеку, автору, да, масштабироваться, ну и о твоих проектах, их несчетное количество, я даже смотрю, да, очень много проектов, где ты вплетаешься, да, и в российские проекты, и в республиканские проекты, и хочется узнать твой внутренний мир, да? Как все это создается, делается, потому что за что ты не берешься, все очень интересно. Спасибо большое, мне очень приятно это внимание и возможность побеседовать, поговорить о том, что волнует меня, волнует очень многих авторов, художников, с которыми я работаю. Ты выпускница нашего Якутского художественного училища. Да? Изначально ты училась по специальности художник-дизайнер. Да. Да. Почему ты не пошла вот именно создавать, творить, писать картины или заниматься сейчас вот современным, в IT очень тоже востребовано, да, дизайнеры, развиваться в этом направлении, а поднялась намного выше, посмотреть на изобразительное искусство, да, уже вот как на объект продвижения, на объект популяризации? На самом деле, я считаю, что это не совсем, как бы, может быть, про меня, про то, что про высшее, да, потому что всегда вот искусствовед или же арт-менеджер или же куратор, он как бы рядом. Рядом, как наблюдатель, да, наблюдатель. И, конечно же, я скорее даже вот смотрю как-то немножечко, может быть, даже снизу вверх, да, когда художники, да. И на вопрос, если отвечать, то в художественное училище я пришла так как-то интуитивно. Если честно, вот когда я училась в 33-й школе, это были 90-е годы, не было такого большого количества информации о том, какие новые профессии, какие-то перспективы. Да? То есть чаще всего люди шли, как ты помнишь, на юристов, экономистов и фия. Да. И мне хотелось заниматься дизайном, да? То есть в том понимании, в котором я воспринимала дизайн, да? То есть что-то красивое создавать. Я пришла в художественное училище и в какой-то момент поняла, что мы окунулись, конечно, в эту бурную студенческую жизнь. У нас были великолепные преподаватели, Георгий Николаевич Решетников по дизайну, который, конечно же, нас сразу просто очаровал.
И Наталья Васильевна Николаева прекрасный живописец. И вот у них вот эта атмосфера работы со студентами, она вот порождает интерес и трансформацию сознания. В тот момент, и, ну, наверное, на первом-втором курсе мы искали себя, пытались понять вообще, что мы делаем в художественном училище. И я поддалась очень такому сильному обаянию искусствоведа нашего, Марии Афанасьевны Федоровой, которая вела у нас историю искусств, и поняла, что я хочу заниматься именно этим, исследовать историю искусств. Она подталкивала меня мягко очень и так по-доброму. И уже решила, что я буду поступать дальше на искусствоведа. Но... Правильно говорят, при выборе своего пути, вообще профессии, дела, да, своей жизни очень сильно влияют люди. Да, конечно. Люди, в которых ты влюбляешься просто, да, то есть которые дают тебе какой-то импульс. А в студенчестве я сейчас вот как раз работаю над одним текстом, который как бы, ну, призван, наверное, как бы возбудить во мне рефлексию какую-то, связанную с началом нулевых. И я активно вспоминаю студенчество, да, то есть пытаюсь погрузить себя в то время. И действительно думаю, что вот было ощущение постоянной влюбленности во все, в мир, в людей. И на тот момент было ощущение, что ну, нужно постоянно что-то делать, и исследовать. Мы веселились очень много. Правда, я большей частью не училась, а организовывала мероприятия. Там, школьную газету делала или там какие-то вечера. Там. И поняла точно, что вот буду заниматься исследованиями, потому что вот первый такой вот опыт был как раз с подачи Марии Афанасьевны. Это исследование фотографий Попова Ивана Васильевича. Его выставка сейчас открылась в Национальном художественном музее, прекрасная. Вот, и вот так вот пошло, но с искусствоведческим образованием не сложилось. Я пошла работать в художественный музей. То есть мне говорили, что ты будешь делать в музее? Ну, то есть ты такая активная, а там, наверное, ну, просто сидишь в зале, скучно. А когда я туда пришла, я поняла, что в музее никогда не может быть скучно. Абсолютно. Коллектив очень большой, и постоянные задачи, очень много задач разных. И сама себе ставишь задачи тоже. Я научилась ставить сама себе задачи, выполнять их. И вот, наверное, вот это первые годы вот эти, наверное, работы, они сформировали, наверное, такую линию, вектор развития как ну, в профессиональном поле. Твоя основная деятельность сейчас — это как раз-таки отслеживание, да, создание архива новых работ, интересных людей. Включаешь ли туда самородков, да, или ты только находишь те работы, которые лежат на поверхности? Это на самом деле такой объемный вопрос. Основной моей деятельностью, вот, начиная с художественного музея, наверное, с каких-то таких более больших проектов, в которых мы как специалисты вовлекались, да, когда старшие коллеги создавали очень большие проекты, или же мы инициировали свои. Это такая практическая работа над опытами и практиками репрезентации искусства. И на тот момент это были первые шаги, какие-то небольшие кураторские проекты, фестивали, когда вот хотелось создавать, вот это вот было ощущение постоянной потребности создавать какую-то среду. Да, то есть для молодых художников вначале это фестиваль, который мы делали в Национальном художественном музее биеннале молодого искусства в 2010 году. Потом вот какие-то активности, тоже связанные с мероприятиями, с небольшими выставками. А потом уже, когда уже после музея, это вот постоянная практическая работа над выставками с различными художниками, но не только вот, художники. В разное время посчастливилось работать с различными контекстами. И исторические выставки, выставки коллекционеров, выставки самодеятельных художников, самородков, выставки совершенно разных художников, опять же. Да, и в какой-то момент, еще работая в художественном музее, я начала потихонечку собирать те материалы, которые остаются после проектов.
понимая, что когда-нибудь они, возможно, станут исторической ценностью. Ну, то есть это, может быть, даже не понимая, интуитивно чувствует. И затем вот сейчас, 4 года назад, придя работать по приглашению Евдокии Петровны Винокуровой, директора Центра культуры и современного искусства имени Юрия Алексеевича Гагарина, сегодня, кстати, день космонавтики, я начала работать вот именно направленно с современными художественными практиками. Ну и еще немножко с музеем авиации, что, конечно, необычно. Но это всегда все, это очень обогащает некий как бы бэкграунд человека, который занимается ну, любой деятельностью, конечно. И вот тогда, где-то года 3 назад, я осознала, что вот эти все пригласительные фотографии, какие-то части инсталляции, это и есть архив. С начала нулевых, еще до этого, с такой группы, которая называлась «Флагистон», в конце 80-х, середине 90-х, наша художественная среда бурлила. Она была потрясающая, потому что когда ты говоришь с художниками, и они вспоминают то время, мне все время кажется, почему я не была тогда. Ну, то есть, возможно, это красота и обаяние ностальгии присущи всем поколениям. Да? Кому-то хочется жить в Бelle-Époque, да? Кому-то хочется жить в 60-е здесь у нас в России или же в Америке 60-х, когда было столько потрясающих явлений, когда развивались те художественные практики, которые сейчас считаются уже классикой. Да? А мне хотелось бы вот в конце 90-х, начало нулевых видеть или участвовать в том, что происходило тогда. Здесь у нас в Якутии? Да, у нас в Якутии, потому что это было прекрасно. И вот это тема моего исследования. Ты сейчас занимаешься современным искусством, да? Как много авторов у нас здесь, молодых, ярких? Есть ли какое-то сообщество, группа, где они могут, возможно, кто-то нас смотрит, найти путь и стать частью вот этого сообщества? Если говорить о фонде, фонд «Аэркод», который был создан несколько лет назад Надеждой Зиновской, Арсеном Томским, он действительно проделал огромную работу, как бы такой ресерч именно художественной среды, то, что, в принципе, никто до этого в таком масштабе, в таком объеме не предпринимал. То есть это был большой масштабный open call, когда стало понятно, что есть около 50 активных авторов, которые на тот момент были заинтересованы в поддержке фонда. Да, были разного уровня заявки, которые выявили то, что не все как бы включены в систему арт-индустрии. Да? То есть у нас не так много художников, которые активно развиваются коммерчески, допустим, да, и поэтому нет как бы какого-то уже наработанной системы подачи заявок на резиденции, работа с галеристами. Это все как раз-таки только начиналось тогда. Да? То есть вот возможность поработать именно в этой индустрии серьезно. Потому что до этого всегда это, в первую очередь, если речь шла об институциональном развитии художника, это всегда музей. Это традиционная система государственного музея, так как инфраструктура наша, она сейчас пока только-только развивается. У нас нет частных галерей, допустим, есть муниципальная галерея Вюргель, которая великолепно с 80-х годов поддерживала художников. Это постоянный поток очень ярких независимых выставок, но это не коммерческое продвижение художника. Да? То есть это очень все было на энтузиазме. И наши художники развивались всегда на своем личном желании создавать что-то. Это творческий энтузиазм без среды.
без поддержки, без грантов, без каких-то больших... Исключительное творчество. Да, без каких-то больших, допустим, филантропских проектов, да, меценатских каких-то, да, когда действительно можно рассчитывать на какую-то творческую поддержку, то есть на поддержку творческого процесса. И что интересно, наши художники сами активно создавали различные инициативы, да, то есть создавали группы, создавали большие проекты, находили возможность их реализовать на различных площадках в разных городах и разных странах. Художники занимались активным фандрайзингом. То есть невозможно сказать, что как бы среда была такая очень, ну, какая-то стагнация или какой-то... Работа шла. Да, работа огромная шла. Допустим, вот еще в самом начале 2000-х был проект «Арт Саха Модерн» в Национальном художественном музее, который выиграл грант, президентский грант еще тогда. И была поддержка молодого искусства, показ в Москве, серия выставок. Потом в 10-х годах был прекрасный проект «Хабар», который инициировала Наталья Николаева. То есть огромное количество художников приняли участие в выставках в разных городах России, за рубежом. Это и Европа, в Турции была выставка, ну, то есть в различных странах. И это очень большой импульс дало художникам. Да. Я помню тот момент, когда да, мы обсуждали это очень воодушевляло, потому что впервые было так, что художнику говорят: ты важен, очень важен, вот тебе поддержка наша, и мы хотим тебе помочь развиваться. Это было прекрасно. Есть у нас авторы, которые действительно имеют коммерческий успех? Да, конечно, безусловно. Я не говорю о том, скажем, масштабе, скажем, международного коммерческого успеха, пока что, к сожалению, такого нету. Но вот, опять же, за счет различных активностей самих авторов, да, это происходит в любом случае. Это, безусловно, признание таланта. Ну, в первую очередь, всегда говорят о Михаиле Гавриловиче Старости. Да-да-да, конечно же. Когда-то Дашин Амдаков, о котором, вот, кстати, вот, да, если говорить о бурятском искусстве, когда-то в 2010 году Дашин Амдаков сказал: зачем вам я, у вас же есть Михаил Старости. Прекрасно. Да, то есть и это среда, которая есть у нас в России, она очень неравномерная, конечно. Где-то арт-бизнес больше развит, где-то чуть меньше. И в Бурятии это связано, этот процесс более такой интенсивный, он связан, конечно же, с личностью Даши Намдакова, с Василия Ханхалаева, галереей его, которая занимается профессиональным продвижением. Да, и такие звезды, как Зарикто Доржиев, допустим, конечно же, это большой коммерческий путь, очень тяжелый, но это не только про коммерцию, это про то, что они в какой-то момент действительно очень глубоко работали с национальной идентичностью своей. Вот чего не хватает у нас в Якутии, поскольку действительно мы в предварительной беседе обсудили и бурятское искусство, да, и грузинов, да, у них есть какая-то вот своя идентичность, да, в работах. У нас есть классическая история, вот когда Аяркут начала работать, тоже увидели новые совершенно работы, да. Идентичность, национальная идентичность, она проявлялась всегда в якутском искусстве очень ярко, да, начиная вот как раз-таки, наверное, все-таки с этого потрясающего бума советской графики. Это новые способы, очень ярко выражено, да. Новые способы работы с материалом, который связан с традиционной культурой, современные на тот момент, очень остро современные пластические решения. И это все продолжается, оно не утихало никогда, но просто на тот момент этот процесс, он был связан с тем, что появились люди, художники-пассионарии, такие яркие авторы, которые блеснули на такой всесоюзной сцене. Да, и это за счет активной работы Союза художников. Чтобы быть на поверхности, чтобы быть звучным, видным, мне кажется, нужно определить авторов, да, и делать ставку на них и активно двигать уже вне республики. Но я так вижу. Да, это безусловно правда, это создание активной среды и это грамотный арт-менеджмент. Да? Если говорить о национальной идентичности, то это абсолютно естественная тема и материал для работы для каждого художника, да, в частном
в частной практике. Но у нас пока что нет определенного вектора развития какой-то определенной одной программы, которая могла бы объединить усилия различных институций, о которых я уже говорила. Больших фестивалей сейчас уже почти нет, да, то есть как бы, если бы можно было объединить все небольшие такие художественные смотры, которые у нас существуют, они бы работали бы на продвижение художников, да, уже как бы с возможностью больших бюджетов и большого освещения. У нас недостаточно хорошо сейчас развит арт-рынок. Да, то, чем планировал заниматься фонд «Аиркут». Пока что все продвижение лежит на музее, на нашем центре, Арктический институт и Союз художников. Но между вот этими институциями нет единой программы. Все продвижение художников сейчас за счет каких-то проектов, которые как бы направлены вовне. Да? Допустим, сейчас запустилась арт-экспедиция «Асидар». Да? То есть это Министерство инноваций запустило большую экспедицию, конкурс для молодых авторов. И он будет проводиться по всему Дальнему Востоку. До 1 мая заявки принимаются, и это вот одна из инициатив. Но если бы это была большая такая программная история, то мы бы точно знали, скажем, что, допустим, в ближайшие 5 лет мы выявляем, вот как вы говорите, несколько авторов, мы создаем им историю, связанную с выставками по всей России, с грамотным арт-менеджментом, с не только внутренней как бы экосистемой здесь, в Якутии, но и работа, скажем, с крупными площадками в центральной России и за рубежом. Если это когда-нибудь станет возможным, я уверена, что будет очень большое внимание, потому что внимание к якутским художникам, безусловно, есть. Нас приглашают во Владивосток, допустим, да, там, на Дальнем Востоке. Это резиденции. Да. Если у нас будет возможность создавать резиденции здесь и работать с авторами, которые приезжают сюда, работать с локальным контекстом, с идентичностью, и потом как бы переносить наши смыслы, нашей территории, нашу геокультуру, да, вот то, что, чем мы занимается лаборатория комплексных геокультурных исследований Арктики, в другие места, тогда будет уже эффект. И наша команда, это вот Екатерина Заровна Романова, Дмитрий Николаевич Замятин, руководители этой лаборатории, они много лет занимаются именно анализом бренда территории, геокультурными исследованиями, которые направлены на осознание, на рефлексию того, чем обладает наша культура именно здесь, локальная. То, о чем мы говорим, вот, про локальную идентичность. И о том, чем мы можем оперировать в продвижении культуры Якутии в креативной экономике. И к каким выводам пришли? У нас есть потрясающие ресурсы. Это наши территории, конечно же. Холод. Да, то есть, как Екатерина Заровна говорит, холод как преимущество. Да, то есть этой теме посвящено очень много научных исследований, но тут смысл перевода как раз-таки сугубо научного знания в более, наверное, такой доступный широким массам язык искусства, в визуальную культуру, в звуковую культуру. И вот через художественные практики, через художников, которые создают такие эмоциональные, эмпатичные очень проекты, которые вот взаимодействуют на уровне эмоций с людьми, можно вот такие идеи о том, что мы живем в вот, наша территория, какие у нее смыслы, как с этим работать в различных направлениях. Вот это вот как раз-таки важно. Мы сотканы из впечатлений, какая работа, какая картина, возможно, или какое событие, встреча стала прям сильным впечатлением. Это очень сложный вопрос на самом деле, потому что за все эти 20 лет, которые я работаю в области искусства, я не перестаю удивляться тому, что я работаю в совершенно потрясающей ситуации, постоянных встреч, постоянных впечатлений. Для меня, наверное, это открытие.
Да, это открытие, когда я вижу художника, начинаю с ним работать, я вижу уже не только одну-две работы, которые я до этого, может быть, встречала. Я вижу общую картину, и это как бы каждый раз такой шок. Шок в хорошем плане. Работы группы «Узкий взгляд» для меня стали открытием. Вот. Это группа, которая работает с 2002 года. Само название у них 2007, и сейчас они активно работают. Это Екатерина Шапошникова, Туяра Шапошникова, Наталья Николаева, Екатерина Романова и Ольга Скорикова. Это те художницы, которые меня сейчас больше всего именно в моей научной деятельности интересуют. Наверное, я про это скажу, что их творчество меня удивило очень сильно. Я хотела вам задать вопрос, как вы относитесь к тому, что даже самая интересная работа превращается в рутину. Но этот вопрос задавать не буду, поскольку когда вы заговорили о своей работе, вас не остановить. Я вижу горящие глаза, вот эта влюбленность, да, состояние влюбленности, и вижу то, что каждый день наполнен интересными событиями, да, и куда вы с удовольствием вовлекаетесь. Да. Но хочу задать вопрос о поиске себя. Человек всегда находится в поиске себя. Каждый день, Да. каждый год, да, проводит какие-то выводы и анализы. Что вы ищете, к чему вы идете и что вы планируете? Я очень надеюсь, что все то, что происходит в моей жизни, в профессиональной и в личной, потому что все взаимосвязано, оно ведет к тому, что моя жизнь будет и дальше связана с искусством Якутии. Мне хотелось бы, чтобы все то, что человек наполняет себя, это книги, это видео, это фильмы, это общение в очень большой степени, оно когда-нибудь привело меня к тому, о чем мы говорили, о том, чтобы о якутских художниках заговорили. Надя Зиновская когда-то сказала, что нужно уметь мечтать. Она сказала: Лена, ты мечтаешь о больших вещах, там, о Венецианской биеннале, о документе. Да, я вот действительно вот сейчас учусь мечтать о таких больших вещах, о том, чтобы наши якутские художники предстали пред действительно огромной аудиторией таких фестивалей, смотров, как «Документа», «Манифеста», Венецианская биеннале. И, может быть, действительно это когда-нибудь получится, если мы все вместе будем это делать. Я хочу написать книгу когда-нибудь, монографию, связанную с выставками, с историей выставок якутских, посвятить статьи, какие-то большие такие серьезные исследовательские статьи отдельным авторам. Хочу до самой-самой-самой старости делать выставки. Наверное, об этом. Просто чтобы те знания, которые мне удается каким-то образом получать, они помогали, может быть, художникам в какой-то мере. И дальше. Спасибо большое за интервью, за ту энергию, которую мы сегодня получили, да, за любовь к искусству, за то, что вы действительно болеете душой и сердцем, и чтобы все ваши цели были достигнуты, ну и все ваши мечты были реализованы, действительно, чтобы о наших якутских художниках услышали во всем мире. Спасибо большое.